населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красная Первая и Новомлынск Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовска Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионной. Kementerian Pertahanan Rusia merinci sejumlah serangannya dalam operasi militer khusus pada Sabtu 27 Mei 2023. Pertama, Rusia mengklaim di arah Donetsk tembakan artileri dan operasi aktif unit-unit kelompok pasukan selatan selama beberapa hari terakhir menewaskan sekitar 260 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan, 5 kendaraan instalasi artileri self-propelled Gvozdika dihancurkan, dan 2 howitzer D-30 juga dilibas. Gudang amunisi Brigade Mekanis ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di dekat pemukiman Avdiivka di Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, serangan udara dan tembakan artileri dari kelompok pasukan Rusia disebut menekan pergerakan unit militer Ukraina. Kerugian Ukraina berjumlah 120 personel, 2 kendaraan, dudukan artileri self-propelled Krep buatan Polandia, dan radar kontra baterai ANTPQ-37 buatan Amerika Serikat, klaim militer Rusia. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 2 гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировок войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка, Марфополь и Комсомольская Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Также в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Степовое Запорожской области уничтожены 2 склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 10 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, гаубица Д-30, а также 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах. В районах населенных пунктов Верхнекаменская и Торецк Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены 2 крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 2 противорадиационные ракеты «Харм». Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Затишная, Кременная, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кременец, Ясная Донецкой Народной Республики, Пологи и Ремовка Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 429 самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплексов, 9310 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4919 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10481 единица специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.